Что мы, как это мне кажется, вот вокруг доходим и не называем вещи своими именами. Мы, как это мне сейчас представляется, не хотим проанализировать ту почву, на которой мы стоим, на котором стоит наша государственность. Насколько эта почва крепка и как сделать так, чтобы она была еще крепче. На что опирается наша государственность, на какие силы. Я бы на это хотел ваше внимание обратить. А наша государственность опирается на волеизъявление нашего народа, на его волю, на его стремление жить и на поддержку российского государства. Вот Давид Чичевич говорил о том, что мы страну сохранили и дали новым поколениям. А какие этапы пришлось пройти? Кто вместе с нами прошел эти этапы? Я бы хотел напомнить 2008 год. До 2008 года 12%, 14% территории Абхазии было оккупировано. Мы считаем, что война закончилась в 1993 году. А освободили Абхазию когда? В результате каких обстоятельств произошло освобождение Абхазии? Кто обеспечивал боевое братство? Наш стратегический союзник и партнер. Так или не так? Сегодня, я уже, знаете, как бы это правильно высказаться, не всегда я хотел бы это повторять, потому что рисует мой образ таким образом, что Аслан Георгиевич говорит якобы о том, что мы ни на что не способны, и мы всегда должны рассчитывать на кого-то. Я никогда так не говорил. Мы на многое способны, но нам сегодня нужна поддержка. Мы еще не выросли. И эта поддержка всемирная только с одной стороны. И этой стороне объявлена война всеми теми, кто финансирует данные организации. Это же простая и очевидная схема. И вот, когда в нашей союзной стране организации, которые воюют против них, действуют здесь, конечно же, эта история не может не вызывать вопросов у нашего союзника. А почему не у вас работают наши враги? Вот вы, дорогие друзья, Общественная палата. Вот я внимательно изучил, значит, ваше положение. Вы достойнейшие люди, все вне всякого исключения, да. Ваши рекомендации, они важны и так далее, но ответственность несет власть. Вот общественная задача, общественная палата, как я это понимаю, обеспечивает согласование общественно значимых интересов. Скажите мне, пожалуйста, обеспечение военной безопасности общественно значимый интерес? Или это не общественно значимый интерес? Наша военная безопасность обеспечивается какими факторами? Это вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, мы можем, находясь в состоянии войны, провоцировать своего противника своей слабостью? Скажите, пожалуйста, насколько было правильно пройти мимо такого вопроса, как строительство военной базы в Чимчирском районе? Это нам нужно было или не нужно было? Скажите мне, пожалуйста, нужно было? Но не решили же. Обеспечение военной безопасности, я об этом говорил. Наши пенсионеры, наши ветераны, экономическое развитие Абхазии. Экономическое развитие Абхазии – это задача номер один. Вот есть ряд инициатив, которые обозначило наше правительство, президент. Что-то принимается, что-то не принимается, а альтернативы нет. Государство должно обеспечить экономический суверенитет. Государство должно по своим счетам оплачивать. Это разве достаточно, когда минимальная пенсия у нас 2500 рублей? Ну и тут сравнение, да, я, может быть, я не готовился к этому выступлению, но так, импровизация. Ну, давайте мы сравним поддержку, которая идет гуманитарная по этим каналам, и с той помощью, которую мы получаем с Российской Федерации. И назовите еще одну страну, вторую, даже ту, которая нас признала, которая нам так помогает. Я вообще не хотел бы, чтобы, если меня спросить, я в плане взаимоотношений
на один уровень с Россией ни одно государство не поставит. Ни одно. Это особые взаимоотношения. У нас особый уровень доверия должен быть. Мы на самом деле должны создать территорию обороны и безопасности совместно. Это нам крайне необходимо. Ну и при этом обязательно реагировать на те сигналы, которые мы получаем в нашем обществе, которые бьют по этим отношениям. Не бывает без стабильности развития. Вот эти законопроекты направлены, на мой взгляд, на обеспечение стабильности в нашем государстве. Не на мой взгляд, так оно и есть.